Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» и министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов. Все о промышленном потенциале Чеченской Республики. Вот об этом сегодня и постараемся поговорить. Маршволад. Мы с вами не виделись целый год. Рад вас снова видеть в студии программы «Актуальная тема» у себя на программе. Вот так, если сказать. Спасибо. И сразу, перейдя к нашему разговору, вот о чем я хочу у вас спросить. Вот скажите мне, можем ли мы сегодня говорить о развитии промышленности в регионе на фоне санкций и СВО? Вот такой вот первый вопрос. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Ломаль, касательно вашего вопроса, я бы ответил бы так. Тут многие эксперты, даже американские западные эксперты говорят об этом, что наоборот, эти санкции стали неким драйвером развития промышленного сектора. Нашей страны. Нашей страны, совершенно верно. Мы, помните, да, в прошлом году после СВО мы начали считать вторые, третий, четвертый, пятый. Мы уже, в принципе, мы даже не уделяем этому внимания сегодня, какой сегодня пакет санкций. Уже 12 готовят. Уже 12 готовят, да. А раньше мы их как бы все слушали, они были на слуху. Дело в том, что на самом деле практически во всех отраслях, не только в промышленности, мы начали делать полную локализацию. У нас как бы заработали те отрасли, которые вообще раньше в стране не было, те продукты, которые вообще раньше не производились. К примеру, если взять там отрасль автомобилестроения, да, после начала СВО был сформирован 360 остро необходимых компонентов для отрасли автомобилестроения. Санкции подтолкнули нашу экономику и промышленность. Совершенно верно. Сейчас заработали у нас вовсю научно-исследовательские институты данных отраслей. У нас начали выдавать НИОКРы. У нас начали создаваться инженерные центры, так называемые инжиниринговые центры. И у нас с момента СВО начались каждый месяц новые пакеты так называемых мер поддержек той или иной отрасли. Хорошо. Давайте тогда начнем вот с какого вопроса. Программа дегазификации. Ваше мнение? Я скажу, как тут и что тут? Это уникальная программа, президентская программа дегазификации. Эта программа на сегодняшний день дает возможность каждому домовладельцу по всей нашей необъятной стране подвести к себе бесплатный газ. И очень приятно, что в этом году эту программу вообще объявили бессрочной. И плюс в этом году по поручению президента Российской Федерации, если до этого эта цифра была условно 10% от закупки оборудования, сегодня для социальных слоев населения сегодня дополнительная мера поддержки до 100 тысяч рублей субсидируется закупка оборудования, будь это котел или еще какие-то материалы. Если до этого газ подводился до границы бесплатно, сегодня уже в республике выделено 400 миллионов рублей для субсидирования дополнительного оборудования. Для жителей Чеченской Республики? Для определенных социально защищенных слоев, да. Туда входят, например, ветераны Отечественной войны, туда входят ветераны боевых действий, туда входят инвалиды боевых действий, туда входят многодетные семьи, туда входят малоимущие семьи. Вот это новость. Я говорю, очень актуальная новость. Я бы сказал, уникальная сегодня новость. Получить бесплатный газ вплоть до подключения его, и плюс эта программа сегодня объявлена бессрочной. Я надеюсь, нас телезрители слышат. А вот какие вопросы промышленности, энергетической политики Чеченской Республики являются на сегодняшний день самыми основными для нашего региона? Вот вернемся к себе.
к нам домой? Ну, я бы обозначил бы так, в начале 2022 года, который был объявлен главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыром годом промышленности, у него состоялась встреча с вице-премьером, министром промышленности и торговли Российской Федерации с Мантуром Денисом Валентиновичем, на которой перед нами были поставлены ключевые задачи развития промышленности Чеченской Республики. И как итог? В первую очередь это были обеспечение федеральных мер поддержки предприятиям Чеченской Республики, а второй вопрос стоял создание некой инфраструктуры для привлечения резидентов и развития промышленности. И третий вопрос стоял у нас это налаживание межрегиональных и международных экономических связей. И итог? Итог по первому вопросу могу доложить, что в республике создан фонд поддержки промышленности, который является уникальным инструментом, через который мы можем передавать все федеральные меры поддержки региональным предприятиям. Касательно второго вопроса создания инфраструктуры, перед нами стояла задача создать в этом году технопарк в сфере микроэлектроники и индустриальный парк в сфере машиностроения. В октябре месяце проходил конкурс в Минпромторге, и в этом году право строительства технопарка в сфере микроэлектроники получила Чеченская Республика и Республика Татарстан. И на той неделе в Минудах проходил тоже промышленная выставка «Инраша», где наш проект технопарка занял первое место как самый технологически создаваемый проект в этом году. Мы снова первые. Мы снова первые. Ну а если спросить о конкретных рекомендациях и механизмах, я это подчеркну, активизации развития промышленности, политики, промышленной политики региона. Вот какие вы выделили бы как ключевые? Ключевые, конечно, это меры поддержки. Меры Сегодня поддержки. без дополнительных мер поддержки. Все равно, как бы санкции, как бы ни говорили, они как-то влияют. Все равно это как минимум волатильность рынка. Вот сегодня, например, там позавчера, что ли, подняли ставку рефинансирования ЦБ до 15%. Тут проблема, когда мы сегодня закладываем ПСД, мы считаем одну цену, а когда уже в следующем году мы планируем закупать оборудование, цена получается в 2 раза выше. Адам, а получается поддерживать, исходя из вот этих всех ситуаций? Конечно, мы выходим из этой ситуации, мы дополнительно спросим средства, и опять же сам Центробанк признает, что мы уже далеко зашли за планки прогнозированного индекса инфляции, и нам очень тяжело в этой ситуации предсказать, закладывать суммы на ПСД или на расчет каких-то объектов. А действительно, вот какой у нас индекс промышленного производства на сегодняшний день? Хороший вопрос. Если продолжить предыдущий вопрос. Индекс объема отгруженных товаров и индекс промышленного производства является одним из самых главных индексов развития промышленности. Я могу сказать так, что если индекс объема отгруженных товаров в 2022 году был 112, по итогам этого полугодия он у нас уже 124%, то мы можем сказать, что мы уже 2 раза его увеличили по отношению к предыдущему году. Это несмотря на эти все санкции, несмотря на все эти вызовы. санкции, совершенно верно. А по поводу индекса промышленного производства, у нас по итогам 2022 года он был 105,7. По итогам полугодия этого года он у нас сегодня уже 114,9, по-моему. Что мы можем смело говорить, что мы 3 раза как бы увеличили по отношению к прошлому году. И с чем все это связывает министр промышленности и энергетики Чеченской Республики? Это я связываю с тем, что в первую очередь 2022 год был объявлен главой Чеченской Республики годом промышленности, что придало некое перерождение этой отрасли и что дало огромный стимул для дальнейшего развития. Второе дыхание? Да. Можно сказать? Смело. Хорошо, вот какие виды промышленности считаются флагманами развития региона и почему? Вот какие предприятия, какие направления? Автомобильная промышленность или... Ну, прежде чем определить для себя стратегии,
делать некие отрасли приоритетными, мы начали делать анализ рынка. И мы пришли к тому, что именно, например, отрасль микроэлектроники, отрасль автомобилестроения, отрасль машиностроения, она стала самой уязвимой постпандемийного периода и за счет санкций, которые были объявлены нашей стране. Если говорить по микроэлектронику, она, оказывается, была на 90% у нас зависима от импортного замещения, а автомобильная отрасль до 60%. И мы решили для себя в первую очередь выбрать эту отрасль, и учитывая тот факт, что мы создали один из первых, создаем технопарк в сфере микроэлектроники, учитывая то, что мы у себя создаем до конца года автомобильный кластер на базе предприятий Чеченска. Это все обусловлено тем, что именно эти рынки больше всех были востребованы импортозамещением. И оказалось все это оправдано. И оказалось все это, конечно, оправдано. Хорошо. Тогда вот что, Адам. Вот насколько я знаю, Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики подписало соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Баумана. Что за соглашение? И почему состоялось как подписание? мы все знаем, Бауманский университет является один из самых старейших и один из самых авторитетных технических вузов Российской Федерации. В рамках выполнения поручения главы Чеченской Республики по созданию так называемой маневренной легкой машины для нужд СВО, в народе мы ее называем джихад-машина, было подписано это соглашение, и в рамках этого соглашения у нас сегодня с Бауманкой идет проект, как раз они как бы на себя взяли изготовление конструкторской документации, или еще можно сказать не около этой машины, а в дальнейшем мы у себя в республике будем масштабировать эту машину. Вот я вас слушаю, и мне хочется улыбаться. Знаете почему? Новости хорошие. Спасибо. Очень хорошие новости. Вот честно вам говорю. Продолжая. Аль-Таир. Это первый промышленный технопарк в Чеченской Республике, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, меня поправите. Или как? Действительно. Первый, не первый? То, что это первый технопарк Чеченской Республики, это однозначно. Рассказывайте. И то, что это один из первых технопарков Российской Федерации в сфере микроэлектроники, так как это постановление 1659 вышло только в прошлом году. И, как я сказал, это было обусловлено тем, что после СВО, после пандемийного периода, именно эта отрасль стала самой пострадавшей отраслью. Из-за этого руководством страны было выпущено это постановление, и в рамках этого постановления в этом году был объявлен конкурс, который выиграла Чеченская Республика и Татарстан. И в октябре месяце мы уже заложили капсулу под строительство технопарка Аль-Таир. И, как я сказал, что на прошлой неделе на выставке Минводах форума InRussia наш проект выиграл первое место как самый технологичный создаваемый технопарк Российской Федерации. Самый. Вот, знаете, ключевое слово. Самый. Но я также знаю, что у нас развиваются хорошие отношения с другими регионами. Например, Республика Беларусь. В Грозном недавно открыли мультибрендовый магазин белорусских товаров. Как я и сказал, один из ключевых задач, которые перед нами поставил наш национальный лидер, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров, это было налаживание межрегиональных и международных связей. И мы в первую очередь сделали акцент на Республику Беларусь. А почему именно на Беларусь? Скажу так, что вообще в постсоветском пространстве у Беларуси самое мощное сохранившийся промышленный потенциал. И Республика Беларусь еще имеет тот факт, что они еще раньше нас
попали под санкции, и они уже выработали некий иммунитет против санкций. Это говорит о том, что многие предприятия в Республике Беларусь, такие как БелАЗ, МАЗ, они уже локализовали свою продукцию. И плюс Республика Беларусь находится в неком общем экономическом пространстве, что дает нам, в принципе, беспрепятственно работать с этой страной, и учитывая, самое главное, самые теплые отношения, которые сложились между нашими руководителями. Это бренд Танка. Танка. Да. Правильно, да, произношение? Да, Свитанка. Свитанка. А какие еще брендовые, этакие, известные у нас, ожидаются в республике? Есть ли какие-то планы? Вообще, если говорить про легкую отрасль Республики Давайте про Беларусь, для нас она, вы знаете, да, еще с советских времен белорусская продукция считалась неким качественным продуктом. Помню, На самом деле оно было. и есть. У них натуральный лен, например. Да? Оказывается, 80% вся Европа шила одежду на белорусском лене. У них очень много компаний, которые выпускают именно льняную одежду. Льняная одежда, она считается самой экологически чистой одеждой. Да? И вот этот проект «Свитанка», это проект, там будет продается детская одежда, так называемая семейная одежда. И у нас в планах в декабре месяце, 15 декабря, открытие нового магазина. Это более крупный бренд. Магазин называется «До дому». Это будет некий аналог Zara Home, который ушел с российского рынка. И в этом магазине будет представлено около 30 компаний этой отрасли Республики Беларусь. И в Чеченской Республике это будет первый пилот в России, который мы в перспективе отсюда уже планируем его масштабировать во всех крупных городах Российской Федерации. Идут к нам бренды известные? Естественно, они идут, конечно. Несмотря ни на что? Несмотря ни на что. Это главное. Смотрите, Адам, опять же, насколько я знаю, с 10 по 13 июля 2023 года, текущего года, в Екатеринбурге прошла ключевая промышленная выставка «Инопром», где Чеченская Республика, я это знаю точно, заняла первое место в блоке «Экономическое развитие». Вот можно тут поподробнее, что за блок? Что за инновация? Я скажу так, вы правы, что это было ключевое событие. Это событие года отрасли промышленности «Инопром», который проводится в Екатеринбурге. И там, вы там принимали участие? Совершенно верно. У нас там еще и был стенд свой. Нашу делегацию возглавлял председатель правительства Чеченской Республики Муслим Магомедович Хучиев. И там подводили знаковое событие этого мероприятия, что там подводили итог промышленного рейтинга, итог развития промышленной эффективности. И мы там заняли первое место в рейтинге «Экономическое развитие». Это говорит о том, что Чеченская Республика поднялась на 27 пунктов, что явилось вообще беспрецедентным случаем для данного рейтинга. За один год? За один год. На 27 пунктов? Не 5, не 7, а на 27 Я говорю, на 27 пунктов. И как восприятие было у остальных, когда это все произошло? Чеченская Республика что первая. На самом деле все были за нас рады. Там позади остались такие монстры, как Татарстан, Москва, Башкортостан. Конечно, все приветствовали, что наконец-то, как я и сказал, что промышленность Чеченской Республики переродилась и как бы новое дыхание появилось у него. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Очень актуальный, очень интересный разговор. Ну, с вами так всегда. И мой последний вопрос. Смотрите, как бы это ни звучало, может быть, слишком рано я и начинаю подводить итоги. Но все-таки в конце года принято подводить итоги. А у нас уже конец года, можно так сказать. Вот могли бы вы обозначить ключевые направления, которые мы занимались в этом году? Вот каких успехов удалось нам достичь, мы уже рассказывали, но и все-таки еще раз. И что нам ждать дальше?
Как мы и сказали, мы акцент в этом году все-таки делали на создание инфраструктуры. У нас сейчас второй проект — это создание индустриального парка в сфере машиностроения. Мы до конца года уже подготовим весь пакет документов. Это, конечно, автомобильный кластер. Мы очень много работали над тем, чтобы создать на базе Чечен-Авто автомобильный кластер. Чечен-Авто на сегодняшний день является уникальным предприятием, где на сегодняшний день выпускается продукция ГАЗ, ВАЗ. А продукция шасси ГАЗ, она имеет уникальность в том, что на нем можно делать около 100 надстроек. И мы уже первые надстройки у нас в республике начали выпускать. Это АГПшки, так называемые автогидроподъемники для нужд Россети. И до конца года мы получаем от АТС, так называемые лицензии на выпуск еще 5 разновидностей надстроек, то бишь спецтехники для нужд Минобразования, для нужд Министерства здравоохранения, для нужд коммунальных служб. И впервые в России в кластерах будут участвовать предприятия из новых территорий. У нас там 2 резидента кластера. Это одно предприятие из этой отрасли, из Запорожья, и одно предприятие из Луганской Народной Республики. И еще главным моментом в этом году то, что мы начали работу по созданию квалифицированных кадров, так как это, на мой взгляд, это проблема номер 1. Не то, что у нас есть острая нехватка квалифицированных кадров, у нас острая нехватка еще и учителей, так называемых наставников. И над этим тоже совместно с Министерством образования Чеченской Республики мы проводим большую работу. И эти все работы, конечно, они будут переходящие на следующий год. И которые требуют особого внимания. Естественно. Особого подхода, особого внимания и особого контроля. Смотрите, хорошо, сейчас последний вопрос. Там мы занимаем первое место, здесь мы занимаем первое место. На этой выставке мы первые, на другой выставке мы первые, где бы это ни проходило. Вот с чем вы это все связываете? С чем это связывает министр промышленности и энергетики Чеченской Республики? Мы не можем быть просто вторыми. Мы не можем быть просто вторыми. Глава дал четкую установку, что мы должны быть первыми. И я начал свое выступление с того, что благодаря тому, что 22 год опять же был объявлен главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым годом промышленности, это для нас была четкая установка, это придало огромный импульс развития. И в начале года на встрече Денис Валентиновичем Мантовым, как я и сказал, перед нами были поставлены ключевые задачи, в рамках которых мы начали работать. Но эту марку надо держать. И в Вот следующем это, году. как И в следующем году. Мне говорят мои друзья, это теперь самое тяжелое. Надо эту марку держать. Раз мы начали достигать эти места, теперь нужно их сохранять. И в рейтинге мы планируем еще идти дальше и дальше. Сможем? Да, Алла. Да, Алла. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на мои вопросы, высказали свое мнение. Удачи. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов. Вы сами все слышали. Приятные новости, согласитесь. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.